По всей России начались выплаты семьям с низким доходом на детей от 8 до 17 лет. Главное условие – среднедушевой доход семьи меньше прожиточного минимума на человека в регионе проживания. Что делать, если при заполнении заявления допущена ошибка? Сколько времени ждать выплату после подачи заявления? На эти и другие актуальные вопросы ответил начальник отдела установления межсоциальной поддержки отделения Пенсионного фонда по Чеченской Республике. Гражданин может подать заявление лично через клиентские службы по месту жительства. На данный момент в Чеченской Республике среднедушевой доход на душу населения составляет 12 148 рублей. Выплата устанавливается с учетом прожиточного минимума на детей, то есть 11 784 рубля. При назначении выплаты учитываются доходы всех трудоспособных членов семьи, в том числе и на детей, достигших 18 лет и которые обучаются очно в общеобразовательных учреждениях. То есть если заявитель и все трудоспособные члены семьи заявителя не имеют следующих доходов, это пенсии, заработной платы, гонораров, доходов от авторского права, от гражданско-правовых договоров, стипендий, то они должны иметь уважительную причину. Уважительными причинами являются такие причины, как уход за детьми до 3 лет, уход за ребенком до 3 лет, уход за инвалидом первой группы, за ребенком-инвалидом, за престарелым 80-летним. Также уважительными причинами являются единственный родитель, установленный законом. Также уважительными причинами являются состояние на учете как безработный, но учитывается состояние на учете на безработице только в совокупности 6 месяцев. Все уважительные причины в совокупности должны составлять 10 месяцев из 12 месяцев расчетного периода. Расчетный период составляет 12 месяцев, но отсчет расчетного периода производится за 4 месяца до подачи заявления. То есть, если человек подает в мае этого года, то расчетный период приходится с января по декабрь 2021 года. Выплата ежемесячной денежной выплаты на ребенка от 8 до 17 лет производится в течение 5 рабочих дней после вынесения решения о назначении. Также после вынесения решения об отказе в назначении уведомление отправляется в этот же день. Также хотелось бы довести до граждан, что в случае, если вынесено решение об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты, то следует обращаться в клиентские службы Пенсионного фонда или звонить в единый контакт-центр по номерам, указанным на официальных порталах. Расчетный период, за который рассчитывается доход семьи заявителя, он передвигается, то есть он отсчитывается за 4 месяца и дальше 1 год после 4 месяцев до подачи заявления. То есть если человек подал заявление, например, в мае, расчетный период, как я уже говорил, будет с января по декабрь 2021 года. Если он подаст заявление в июне, например, то этот расчетный период передвигается с февраля по январь 2022 года. С февраля 2021 года по январь 2022 года. То есть доходы семьи в расчетном периоде могут меняться. И те граждане, которым вынесено решение об отказе с причиной превышения среднедушевого дохода семьи, может быть, могут иметь право на назначение, потому что доход будет учитываться уже другой. И важно донести до граждан, что подавать заявление в этом месяце не обязательно. В случае, если обнаружены обстоятельства при принятии решения, которые не нуждаются в доработке, или если заявитель допустил какую-либо ошибку в заполнении заявления, Пенсионным фондом заявление отправляется на доработку. После отправки на доработку заявитель обязан отправить исправленное заявление в течение 5 рабочих дней. Уже исправленное заявление и с донесением всех необходимых документов.